Ковид-обстановка во всем мире остается напряженной. Только на Северном Кавказе за последние сутки умерло 109 человек. Симптомы те же, но лечат уже проверенным способом. Несмотря на то, что эти пациенты поступили в крайне тяжелом состоянии, сейчас они чувствуют себя гораздо лучше, чем было до поступления. Статистика заболеваемости COVID-19 держится на высоком уровне. Всему виной позднее обращение за медицинской помощью. Всего лечения в Сунжинском ковидном отделении проходит 96 пациентов. У каждого болезнь протекает в средней форме тяжести. Ежедневно в реанимации за жизнь у пациентов борются десятки врачей. На сегодняшний день у нас 9 больных, 2 больных переведены в инфекционное отделение. Состояние улучшилось у них в динамике. В общем, они переведены в инфекционное отделение, и поступило еще 2 больных тяжелые. На неинвазивную вентиляцию у нас 5 больных. Поступают больные в тяжелом состоянии, очень много больных бывает. До этого дня у нас было и 15, и 14 больных, был большой поток больных. Последние месяцы динамика заболевших стабилизировалась. Однако это не значит, что ковидных пациентов стало меньше. Молодые, пожилые и люди с хроническими заболеваниями в зоне риска все без исключения. Врачи предупреждают, COVID-19 очень легко спутать с гриппом или ОРВИ. При появлении первых симптомов лучше всего провериться. В основном сейчас больные дома лечатся народными средствами. Скорее всего, связано с этим. Многие не хотят поступать, ложиться в инфекционное отделение. И, в общем, решают лечить дома и усугубляют свое состояние. Время бывает упущено, процент поражения, в общем, увеличивается. И с тяжелой формой КТ, там, КТ-3-4 поступают к нам в отделение. Это и есть самая главная причина. Болезнь легче предотвратить. Для этого уже приняты все меры. В каждом регионе установили прививочные пункты. Только за прошлый месяц в Сунжинском районе вакцинировались порядка 5000 человек. И с каждым днем число растет. Сама процедура простая. Может наблюдаться температура местная, боль, отек. В течение 3 дней вместо введения вакцины не мочить. Хорошо? Процесс этот для врачей уже давно привычный. Выработка антител у вакцинируемых начнется уже через 10 дней после прививки. Гамковид-Вак, Ковивак и однократный спутник Лайт. Каждый сам может выбрать для себя компонент. За все время вакцинации у нас прошло более 27 тысяч человек. Вначале люди шли активно. Сама вакцина делается в 2 этапа. Поэтому через 3 недели после первой вакцинации нужно повторно пройти. Чтобы не забыли о 2-м этапе вакцинации, в госуслуги приходит смс о дате, времени и адреса, куда нужно приехать. Мы призываем наше население приходить на вакцинацию. На сегодняшний день 7 медучреждений, стационары обеспечены необходимыми лекарствами от COVID-19. Этот вопрос на личном контроле у главы Республики Ингушетии. Каким будет завтра, решать нам самим. Соблюдать все меры защиты и не подвергать опасности близких – вот самое главное на сегодняшний день. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.